Друзья, наблюдается очень интересная картина. Сейчас все начали российского террориста, ну, по крайней мере, который хотел бы стать террористом, Хамзата Чимаева, начали его же российские поклонники по какой-то причине обвинять в том, что он там поцеловал в лобик Шона Стрикланда и обвязал его поясом. Если так посудить, это самое малое, что он сделал. Но нас пытаются переключить только на это. Дело в том, что вот этот спортсмен пытается представить чеченцев террористами. А это как раз то, что Россия добивается очень долгое время. А теперь он на миллионную, на многомиллионную аудиторию рассказывает, что он хочет стать террористом. Хочет поехать в Палестину воевать, никак не может доехать. Я правозащитник. Я больше вот этой ручки и компьютера ничего против России больше не применял. Меня Россия объявила террористом, экстремистом, иноагентом и разным таким нехорошим человеком. Так вот, я борюсь за то, чтобы чеченцев не называли террористами, а этих людей приглашают в UFC, и благодаря вот этой площадке эти люди представляют нас террористами. Поэтому я бы хотел обратиться и к чеченцам в первую очередь, и ко всем остальным. Во-первых, это не чеченец, это российский террорист. Он не имеет к нам никакого отношения. Это человек, который перешел на ту сторону и зарабатывает деньги, как он сам об этом говорит. Во-вторых, я хотел бы сказать, что вы, чеченцы, в первую очередь, не обращайте внимания, что там пояс привязал, там это сказал, то сказал. Да, по-чеченски такие оскорбления, которые наносил ему Шон, они, в принципе, неприятные и непростительны даже в спорте. Ну, Шон говорил правду на самом-то деле. И за свои ксенофобские, антиисламские высказывания он извинился сразу же. Но нас пытаются, чеченцы, отвлечь от того, что люди, продавшись России, после того, как Россия убила четверть наших граждан, продавшись России, называют себя еще террористами. То есть на весь мир Чимаев говорит, что правильно их убивали, вот этих чеченцев, так как он не чеченец, но он позиционирует себя чеченцем. Правильно убивали. Террористов же, борьба с террористами была. И дальше Россия готовит на Кавказе из оккупированной Ичкерии, Дагестана и Ингушетии, готовят террористический анклав. И в этом направлении ведется работа. Поэтому, дорогие мои, будьте внимательны, не поддавайтесь на эту пропаганду, где вы включаетесь и начинаете обсуждать не то, что он предал свой народ, если, конечно, он имеет к нам какое-то отношение, а то, что он продался, сдал и зарабатывает деньги на имени чеченцев, очерняя нас, чеченцев. Вот на что нужно делать акцент. И то, что они резко все повылазили, его вчерашние поклонники, которые я однозначно всегда идентифицировал как российских пропагандистов, российских цеховиков, блогеров. Вот эти люди сейчас повылазили и начали говорить, о, что он натворил, что он сделал. Да, по чеченским меркам это неприемлемо, такие оскорбления, мать, отца, а после этого потом целовать в лобик. Но задумайтесь, это же ничего страшного в этом нет. Это спорт, там, пиар там и все такое. Страшнее, когда 250 тысяч твоих граждан убивают, четверть твоего населения, более 25%, среди которых 42 тысячи детей. И потом ты выходишь и гнешь линию тех, кто веками тебя убивал. Не только сейчас, а веками. Поэтому обратите на это внимание и не поддавайтесь на их пропаганду и не участвуйте в этом во всем. Салам алейкум. Адикюаль маш оль. Всего хорошего. До свидания.